Впереди у нас много работы. Это, прежде всего, реализация стратегических направлений. Между фондом прямых инвестиций городов Российской Федерации. Уважаемые коллеги, как вы знаете, вчера на кыргызско-таджикском участке государственной границы Кыргызской Республики произошел вооруженный конфликт. Мы эту ситуацию обсудили с уважаемым премьер-министром Республики Таджикистан Кахир Расулзадай. Выразили готовность ее урегулирования мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров. Кыргызская сторона в положительном ключе отмечает достигнутую договоренности о прекращении огня и дальнейшего продолжения конструктивных переговоров, реализация намеченных мер, направленных на скорейшую деэскалацию ситуации в приграничии. Как вчера сказал уважаемый Михаил Владимирович, несмотря на то, что мы сегодня представляем разные независимые государства, у нас общая история, общая память, общие традиции, и мы должны далее сохранить и приумножить наши дружественные добрососедские отношения во благо развития наших стран и благополучия народов. Уважаемые участники заседания, в настоящее время государства-члены Союза, как и весь мир, продолжает непростой путь экономического развития в связи с трудностями внешнеэкономической деятельности и внутренними ограничениями, связанными с пандемией COVID-19. Одним из ключевых выгод любой интеграции является полное отсутствие барьеров во внутренней торговле. Отрадно отметить, что страны Союза едины в понимании и стремлении полного устранения барьеров и дальнейшего недопущения их возникновения. В нынешних непростых условиях определенно появилась необходимость в изменении основного фокуса Союза на развитие новых направлений интеграционного сотрудничества. Кризис прошлого года существенно подтолкнул нас к пересмотру ведения торговли, где наиболее ярко проявилось то, что электронная коммерция и в целом цифровые сервисы начали рассматриваться в качестве одного из основных драйверов постпандемийного экономического роста. При этом в целях создания условий для поступательного развития цифровизации в странах Союза